Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною Валерый Цапкала, былы прэтэндэнт у прэзідэнта Беларусі, былы пасол Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі, а таксама стваральнік парка высокіх тэхналогій. Прывітанне, спадар Валеры. Добрый день. Я хацеў бы сёння з вами пагаварыць найперш пра справу рэзанансную, нумар адзін навіну ў Беларусі гэтымі днямі. Гэта знішчэнне, пакуль што, прынамсі, такія планы па знішчэнні найбуйнейшага ад Беларусі парталу Тутбай, які з'яўляўся рэзідэнтам парку высокіх тэхналогій, які стваралі вы. Хаця гэта, канешне, ўжо далучэнне адбылося пазней, ужо вы не былі, не працавалі там. Тым не менш, ваше меркаванне тут цікавае. Як вы скажаце, вот самі успрынялі гэту навіну і тое, што гэта справа звязаная з ПВТ? Но, конечно, прежде всего надо отметить, что Тутбай был резидентом парка высоких технологий, то есть одна из компаний, скажем, которая принадлежала холдингу. Тогда мы с Юрием Зисером обсуждали вопрос, как Тутбай мог бы стать резидентом ПВТ. Если я не ошибаюсь, он стал или в 2007 или в 2008 году, выделив компанию, которая занимается разработкой, то есть и разработкой непосредственно самого портала, там и почтовый сервис туда входил, и поисковая система, ну и много каких других вещей, в том числе и работа с контекстной рекламой. То есть эта компания, я не помню точно, как она называлась, дочка как бы Тутбая, она была резидентом парка высоких технологий, была достаточно уже давно. А медийная часть, она оставалась как бы вне ПВТ. Тутбай Медиа. Да, проблема заключалась тогда в том, что выручку можно было получать только непосредственно от разработки, но нельзя было получать выручку от рекламы. Мы достаточно давно уже инициировали вопрос, что для продуктовых компаний, какой является Тутбай, то есть продуктовый в нашей системе координат в айтишной, очень сложно зарабатывать выручку другим образом, допустим, прямыми продажами. И часто различные мобильные приложения, игры, они зарабатывают как раз рекламы. То есть вы размещаете, допустим, где-то свою программу на App Store, на Google Play и зарабатываете от того, что внедряется туда в ваш продукт реклама. Вы, собственно говоря, с этого делаете деньги. Поэтому мы где-то 2 года пытались внести изменения в законодательство, которое разрешало бы получать выручку с рекламы. Вот, но оно внесено уже было после того, как я ушел, то есть как меня убрали. Кстати, убрали за защиту именно резидентов парка высоких технологий, то есть тогда уголовные дела открыли вокруг 2 резидентов, я открыто публично высказался против этого, и это послужило поводом для того, чтобы меня отстранить от должности. То есть тогда Лукашенко как бы выбрал сторону генерального прокурора Конюка, с которым у меня как раз и был конфликт по этому поводу. И это, в общем-то, понятно. То есть логика его действий была достаточно ясна. То есть портал Тутбай в целом, кстати, вступил не в 2017 году. В 2019, здається. В 19-м, здається, так? В 19 году, да, они вступили, то есть они 2 года присматривались к тому, как это будет работать в отношении других программных продуктов, в отношении других компаний, которые начали вступать в парк высоких технологий, зарабатывая себе деньги именно с рекламы. То есть делая разработку, но деньги зарабатывая непосредственно с размещения рекламы. То есть это одна из довольно стандартных бизнес-моделей для современной IT-индустрии. Поэтому вот так вот. Ну, але з пункту гледжання фармальнага, ось, хаця в Беларусі называюць прававым дэфолтам цяпер, ці тое, што рабіў Тутбай, это было супрацьзаконна, скажем? Ну, конечно же, нет. То есть, понимаете, если бы это было противозаконно, то в конце каждого года до, если я не ошибаюсь, марта месяца, то есть в первом квартале следующего года, каждая компания-резидент ПВТ должна предоставлять аудиторский отчет на соответствие занимаемым видам деятельности. Администрация ПВТ этот отчет проверяет и, собственно говоря,
принимает как бы этот отчет к тому, что компания может продолжать осуществлять вид деятельности. Если же этот отчет не проходит, то есть если компания не проходит аудит, то она должна тогда выплатить штраф. Да? Но я понимаю, что 2019 год аудит был пройден за 2019 год, за 2020 год аудит был пройден, потому что документы были сданы до марта месяца, значит, 2021 года. И сейчас, так сказать, то есть это приняты были эти аудиторские документы. Сейчас это совершенно очевидно, что это политический заказ в отношении этой компании, потому как и вряд ли, я думаю, что Тутбай каким-то принципиальным образом изменил вид деятельности по сравнению с тем, что он существовал у него в 2019 году. То есть, если бы они меняли вид деятельности, они наверняка бы об этом заявили, но мне кажется, что Тутбай в 2019 году, в 2020 году был точно таким же, как он был и в 2021 году. То есть, что-то принципиально в своей деятельности они вряд ли поменяли. Меня здесь, кстати, еще один момент такой удивляет в этой ситуации, что администрация парка высоких технологий, она вообще-то в соответствии с уставом должна защищать резидентов парка высоких технологий. Это ее обязанность, она за это получает деньги. То есть и деньги, кстати сказать, немалые. То есть 1% от выручки компаний резидента ПВТ. То есть, насколько я понимаю, в 2020 году эта сумма где-то 2,3 миллиарда долларов, если общий объем выручки составил, то администрация получила где-то 23 миллиона долларов от резидентов ПВТ именно за то, чтобы они направляли эти деньги на общие задачи для IT-индустрии Беларусь. Не знаю, там финансировали IT-стартапы, хотя я не слышал ни одного IT-стартапа, чтобы было профинансировано, строила общую инфраструктуру, там, скажем, создавала бы какие-то бизнес-инкубаторы, коворкинги по Беларуси, значит, какие-то образовательные центры и так далее. Тоже не слышал, чтобы последние 3 года вкладывались какие-то вообще хотя бы копейки в развитие инфраструктуры. Ну и на другие задачи, в том числе и на защиту резидентов парка высоких технологий, в том числе при необходимости и на юридическую защиту. Вы сказали про то, что это палітычная такая як бы замова. А чаму, на вашу думку, гэта адбываецца менавіта цяпер, калі ў прынцыпе ўжо пасля мінулай восені, калі пратэсты ў Беларусі па натуральных прычынах пачалі змяншацца, зараз пакуль што прыпыніліся, якая была патрэба ў гэтым, калі з пункту гледжання, скажем так, улады, сілавога блоку, ситуацыя не вярнулася под контроль? Ну, понимаете, они-то понимают, что ситуация под контроль не вернулась. Они-то понимают, что это идет лишь как бы пульсирующий такой процесс, да, пульсирующая революция. То есть не может постоянно, люди не могут выходить, это совершенно очевидно. Люди, общественность будет искать другие формы сопротивления, и эти другие формы сопротивления возникают. Никуда не ушло недовольство, никуда не ушел протест. Да, он может быть сейчас загнан в угол, как Лукашенко был загнан также, так сказать, в угол в 2020 году. Вот. Но совершенно очевидно, что в какой-то момент эта пружина обязательно распрямится. Если возникнет какой-то серьезный повод, а этот повод обязательно возникнет, он не может не возникнуть. Так примерно происходило, кстати, и в той же самой польской солидарности в 80-е годы. Это тоже был пульсирующий протест, и мне сам рассказывал Адам Михник, который, в общем-то, один из отцов-основателей был польской солидарности. Мы с ним там встречались несколько раз, пили кофе в его издании. Он сейчас газета «Выборче», если я не ошибаюсь, является главным редактором и владельцем. Вот. И говорил он тоже мне, что у нас в какие-то моменты полностью опускались руки, нам казалось, что мы проиграли, что протест сдулся, что нету больше, так сказать, никакой надежды на то, что это мы сможем ситуацию каким-то образом переломить.
Вот. И потом все-таки опять возникал какой-то повод, опять люди выходили на улицу, опять возникал энтузиазм, и, собственно говоря, закончилось это только введением чрезвычайного положения, но мы понимаем, что введение чрезвычайного положения в Польше, оно в какой-то мере было тогда, как ни странно может это казаться, по крайней мере у меня было, может быть, такое ощущение, в определенном смысле и консенсусом тоже польского общества. Почему? Потому что подвели войска советские на границу с Польшей, подвели войска ГДР со стороны западной границы Польши. И совершенно очевидно, что для поляков вот эти вот ассоциации, аллюзии 1939 года, им меньше всего хотелось бы, чтобы это повторилось. И поэтому они, наверное, внутри где-то смирились и перешли в режим стендбай, как сегодня модно говорить, в режим ожидания, просто для того, чтобы действительно не вошли советские войска и войска ГДР, и для того, чтобы не возникли такие ассоциации, тяжелые, конечно, для Польши ассоциации 1939 года. Поэтому я думаю, что, наверное, не столько военное положение это задавило, сколько внешнеполитическая обстановка и еще тогда достаточно сильные позиции у Советского Союза. Ну и я думаю, что и ГДР без вопросов ввела бы войска в западные території Пане, а ось не ведаеце, вы бачили учора зварот кінасцэнарыста Андрэя Курэйчыка даволі такі эмацыйны, ён там у такіх нецэнзурных словах за 2 хвіліны там некалькі десяткаў хіба што выкарыстаў, або ж трохі менш. Але сутнасць зводзілася да таго, што ён звяртаецца да рэзідэнтаў парка высокіх тэхналогій і просіць, патрабуе ад іх некую выпрацаваць агульную пазіцыю адносна Тутбаю, паколькі это фактычна партнёры па бізнесу ПВТ. Таксама ён патрабуе фактычна выставіць нейкія умовы, так, ультыматум, або разблакоўваецца сайт, спыняецца справа, або яны, напрыклад, аб'яўляюць рэлакацыю. Калі ж яны это не робяць, Курэйчык кажа, што тады, значыць, вам такі трэба. Я за тое, каб вы страцілі свае бізнесы, каб вы згубілі свае грошы, і вось каб у вас такая самая сітуацыя была. Ці лічыце вы, што это сапраўды выхад, што ці ўвогуле это магчыма, ці патрэбна, каб рэзідэнты іншыя, скажем так, ахвяравалі фактычна сваім бізнесам, бо зразумела, што калі яны агучаць эту пазіцыю, это будзе ў нейкім сэнсе, пагроза, таксама рэпрэсій на іх. Ну, это, безусловно, будет для них сразу же угрозой для потери бизнеса. И я считаю, что мы не должны путать все-таки бизнес и гражданскую позицию. Это, знаете, было бы сравнимо тому, как хочет Лукашенко. То есть чего он хочет? Да? Он хочет того, чтобы компании несли коллективную ответственность. То есть в данном случае любой гражданин Республики Беларусь, когда он поступает на работу в государственное предприятие, частное предприятие, да, никто, по идее, не имеет права спрашивать его гражданскую позицию. То есть, прежде всего, работодатель определяет уровень его компетенции. И если этот уровень компетенции соответствует, да, то он его берет на работу. Он его не может, в принципе, ему в принципе задать даже вопрос: ты вообще за кого, да, ты какую позицию поддерживаешь? Ты поддерживаешь там, допустим, насилие, беззаконие, значит, избиение людей, убийство и отсутствие каких-либо действий по раскрытию данного преступления. То есть, грубо говоря, поддерживаешь ли существующий режим, или ты выступаешь против насилия, против убийств людей и так далее. То есть, в принципе, человек в данном случае, когда он идет на работу, он не может, ему нельзя задавать такой вопрос. В чем сегодня, как я вижу, главная проблема режима Лукашенко? Да? Потому что он как раз наказывает бизнес за позицию людей. Это наиболее ярко произошло, скажем, в случае с PandaDoc, мы помним. Да, кстати, между прочим, это также произошло и где-то и с iGate, когда вот возник этот вопрос. Да, то есть, грубо говоря, 7 человек руководства были посажены в тюрьму за то, что какие-то сотрудники, да, не заплатили налог.
7 человек руководства, они-то ни при чем здесь. Сотрудники где-то не задекларировали налог, который из дохода, который они получили за пределами Республики Беларусь. По идее, они должны были его просто задекларировать, они этого не сделали, значит, и в качестве заложника были взяты 7 человек руководства IBA. То же самое произошло с PandaDoc, то есть один из учредителей взял и начал финансировать программы переподготовки силовиков, которые отказывались выполнять незаконные приказы, и, соответственно, взяли и арестовали все руководство PandaDoc. Это как бы такой, акт террора, да, то есть когда ты за действие кого-то сажаешь в тюрьму совершенно ни в чем не повинных людей. Але ці павінен быць страйк у вашым выпадку, выпадку ПВТ, калі патрабавалі ад рабочых улетку, так выходзяць пратэставаць і гаварылі, што это гарантыя, скажем так, змены ўладу Беларусі, калі немагчыма праз выборы змяніць фактычна легальных месцовых. Я думаю, вот когда я говорил недаром о тех деньгах, которые идут в распоряжение администрации ПВТ, то есть за прошлый год только там 23-25 миллионов, а всего, если брать как бы накопленных средств, да, которые за прошлые годы накопились, я думаю, сейчас, порядка, наверное, 50 как минимум миллионов есть у них в распоряжении. Я думаю, я не могу точно сказать, но мне кажется, что эти деньги Лукашенко уже забрал у ПВТ. То есть забрал и направил их на поддержание режима, возможно, направил их на то, чтобы тем же платить ОМОНовцам или там кому-то еще, не знаю, да, на какие цели. Но 50 миллионов долларов в распоряжении администрации ПВТ, которая состоит из 40 человек, где там половина занимается эти боты, так сказать, сейчас, да, потому что понятно, что сейчас руководит администрацией бывший начальник идеологического управления, который, собственно говоря, и руководит этими ботами. И насколько я знаю, что сейчас департамент по инвестиционной деятельности и строительной, да, который занимался тем, что застраивал территорию парка высоких технологий, он полностью ликвидирован. И сейчас вместо него возник такое управление по взаимодействию с органами государственного управления. То есть, представляете, да? То есть те, кто привлекал инвестиции и строил вот это все там, значит, и в Гродно, и застроил 55 гектаров земли в городе Минске, то есть построил. Сейчас они это, оказывается, значит, управление по взаимодействию с государственными органами. По сути, я думаю, речь идет о обычных ботах, которые сидят и пишут в социальных сетях, открывают различные аккаунты и пишут о том, что какие плохие руководители оппозиции и как они плохо поступают, пытаются скомпрометировать их всех и наоборот показать о том, что насилие, убийство это является, так сказать, нормой. То есть надо понимать, что за деньги ПВТ сейчас финансируется вот такая вот как бы история. Ёсць магчымасць тады самим резидентам змяніць эту ситуацию, бо все ж таки гэта яны ПВТ это не Всеволод Янчевский, вы знаете, это безусловно, это прежде всего, но мы всегда до этого действовали коллективно, то есть они же сами как бы не собираются, то есть я их собирал всегда вместе, да, то есть у нас была такая форма диалога. Значит, мы ежеквартально собирали руководителей всех компаний, директоров там, или владельцев бизнеса, обсуждали какие-то вопросы, формировали какую-то повестку дня, значит, да, и в том числе, когда взяли Прокопению и Комка Алексея, то, значит, естественно, что все резиденты, мы тогда собрали всех резидентов, написали письмо и в прокуратуру, и в администрацию Лукашенко с тем, чтобы освободить человека, тем более, что его правонарушение, как бы правонарушение, я не буду сейчас вдаваться в юридические моменты, но оно относилось за 7 лет до его вступления в резиденты парка высоких технологий, если оно и имело место быть.
Вот, и мы писали такие коллективные обращения. Ну, а потом, когда уже произошла ситуация с IBA, уже тогда мы это выплеснули в открытое пространство, то есть это уже тогда не ограничивалось просто коллективным письмом в Следственный комитет, прокуратуру и так далее. Вот, это уже, так сказать, вылилось в открытый конфликт, потому что мне тогда казалось, что это сильно бьет по репутации Беларуси, это сильно бьет по репутации парка высоких технологий, то есть такая деятельность правоохранителей. Но сейчас-то мы понимаем, что это не просто была деятельность правоохранителей, что это команда какая-то наверняка была. И я думаю, что сейчас нам действительно надо просто было бы ожидать, что администрация ПВТ выполнит свои и как бы функции, которые предусмотрены уставом, то есть пусть соберет, если она боится одна выступить в качестве инициативы, она должна каким-то образом собрать, они сложно им собраться вместе, тем более их 3 года уже никто не собирал после того, как я ушел, все вместе, не проводил никаких общественных обсуждений, дискуссий, то есть я, по крайней мере, не слышал и не видел, чтобы это происходило где-то, выкладывалось это в интернет, потому что, безусловно, мы все эти вопросы сразу же делали публичными, ничего не скрывая в плане деятельности компании. Вот. Я думаю, что надо собрать, но я же прекрасно понимаю, что администрацию ПВТ превратили в идеологический отдел администрации Лукашенко, вот, да, и он за деньги резидентов ПВТ выполняет ту же работу, только в гораздо большем составе, которая делалась, когда нынешний директор работал начальником главного идеологического управления. Скажите, ласка, ввогуле, вы ведаеце зараз, які стан, па нейкіх, можа, уласных інсайдах, які стан ПВТ цяпер, таму што гучала вельмі супярэчлівая інфармацыя, што там 20% выехала, ну, маецца на ўвазе, яны абвясцілі пра рэлакацыю, но, па сутнасці, яны проста з'ехалі з Беларусі. Што вы ведаеце пра цяперашні стан? Все ж таки, гэта моцны падаткаплацельшчык у Беларусі. Я могу сказать, что действительно достаточно значительное количество уехало. Цифры, ну, я не думаю, что кто-то знает реальные цифры, кроме самой администрации ПВТ. Я не думаю даже, что компании знают эти цифры. Почему? Потому что, опять же, в соответствии с правилами резидентства парка высоких технологий, компании должны подавать эту статистическую отчетность в администрацию ПВТ, и только она может сводить это все воедино. Вот. Но я думаю, что даже в этом случае очень сложно будет иметь четкую картину, потому что надо понимать, что вот этот каток, механизм развития ПВТ, который нами был запущен, он продолжает работать. И образовательный центр ПВТ, и различные образовательные структуры компаний наиболее крупных ПВТ, они также продолжают готовить кадры, собирают с улицы, переподготавливают этих людей под IT, там, не знаю, это их бухгалтеров готовят, и даже лингвистов, то есть совершенно экономистов, то есть самые разные профессии. Сейчас компании активно ведут переподготовку, поэтому здесь мы даже четкую картину не сможем понять, исходя из статистической отчетности. То есть часть уехала, допустим, сеньоров, но она была заменена джуниорами, то есть те, которые только прошли переподготовку и только стали специалистами, только делают свои первые шаги в составе компаний резидентов парка высоких технологий. Петр Валерий, а вот я напрыканцы все-таки хотел бы спитати ще про вас особисто, уже не тычучы парка высоких технологий. Ну, глядите, вот есть Тихановская Светлана у Вильни, которая мает там свой офис, есть некий штаб Виктора Бабарыки. Скажите, ласка, вот вы чим зараз займаетесь в політичному сенсі? Бо зрозуміло, що ви сустракаєте, часом пишете по так само соціальні сетки про некоторі події, але ці у вас є некие плани, наприклад, у Павла Латушки, того самого Бабарыки, ствараць уласную партію, неким чином вось больш актыўна ўплываць, завясціўшы пра некую ініцыятыву, арганізацыю, што заўгодна. Зараз это стало вельмі модна
Ольга Карашева абвясціла, потом, правда, адмовілася. Я заўважу, што калісьці ў адным са стрымаў Ігор Макар казаў, што я еду ў Рыгу да Віктара Цапкалы. Вот, можа, вы раскажаце свой зараз палітычны бэкграунд за апошнія пару месяцаў? Но я думаю, что если вы следите, вы можете видеть его. Я на самом деле все-таки человек, который так нахожусь, и в том числе и между бизнесом. В плане создания политических партий я не сторонник этого, то есть более того, я считаю, что это не своевременная инициатива по той простой причине, что партия – это все-таки часть некая спектра, оно и переводится как часть. То есть создание политической партии – это уже разделение, это попытка, так сказать, выделиться с общего движения, которое у нас должно быть и которое должно быть направлено на реализацию главной цели – это сменить режим, то есть убрать Лукашенко от власти, убрать тот режим, который установлен, и перейти на демократические рельсы, на демократические рельсы развития. Тогда уже можно будет говорить и о создании политических партий, и о других структурах. Так? Потому что, ну, это первое, это я как бы не согласен принципиально с этой точки зрения, но и фактически, то есть вы не можете создать политическую партию за рубежом, потому как политическая партия за рубежом может быть зарегистрирована только из граждан этой страны, это по законам всех без исключения стран мира. Там делаются, конечно, исключения, то есть вы можете, как гражданин Беларуси, если быть почетным членом какой-нибудь там партии, да, скажем, Чехии там, или, не знаю, в Польше, то есть, конечно, такие исключения. Гаворка не вядзецца про тое, каб рэгістраваць ў Беларусі. Вось Павел Латушка сказаў, што нават рэгістраваць не збіраецца, але просто абвясціць, каб людзі ведалі прыхільнікі. Ну, обвестить можно, понимаете, ну, я не знаю, ну, можно постоянно какие-нибудь организации, значит, заявлять об их создании там раз в месяц, да. Ну, гэта сведчыць, разумееце, гэта сведчыць пра палітычную амбіцыю, бо зразумела, што пасля абвяшчэння пра партыю Латушка заявіў пра тое, што яго сур'ёзныя і доўгатэрміновыя палітычныя амбіцыі. Ці у вас я, так сказать, все-таки сторонник проектного подхода, значит, не посредством создания каких-то структур, да, вот, еще раз подчеркиваю, я, значит, структур могу наплодить огромное количество, ну, у меня и компании есть коммерческие, да, и общественные организации там, в которых я состою. На самом деле породить количество юридических или любых структур можно бесконечно. Вопрос задачи, в чем будут заниматься. То есть в бизнесе, в современном бизнесе, да, и не только в бизнесе, существует проектный подход. И проектный подход заключается в том, что если есть некая задача, значит, есть некая цель, рассматриваются некие механизмы реализации этой задачи, и под нее формируется структура. Причем задача не общая, там, да, взять, бороться за политическую власть. Это общая достаточно задача, а задача именно конкретная, как, допустим, я не знаю, там, создание компьютера, да, если в бизнесе мы говорим, или создание Тутбая, там, портала, там, новостного портала, так, и под это уже, так сказать, вот, подстраивается и создается соответствующая структура. То есть так вот, ну, в мире современном принято. То есть политическая партия, значит, ну да, наверное, есть там политическая партия ленинского типа, значит, возможно, но, кстати, они, да, тоже были и они регистрировались в Российской империи, надо все-таки понимать, это был социал-демократы, да, потом там они переходили на нелегальное положение и прочее, да, но в принципе, значит, партия регистрировалась, она даже в Думе, в государственной, какой-то там третий или четвертый, там имела 6 мест. Ну, калі не партия, так может у вас некий проект политичный есть, просто коли вы больше даете перевагу проектам? Пожалуйста, следите, да, следите, потому что действительно мы готовим очень серьезные инициативы, вот, и я еще раз подчеркиваю, заявить о создании партии, это, что называется, расплюнуть, так, вот, и даже написать политическую программу сегодня это тоже расплюнуть, вот, вопрос заключается в том, насколько заявление о создании политической партии приблизит нашу общую цель. Вот. Ну, поживем, увидим, то есть каждый на самом деле идет
своим путем и видит это по-своему. Я сторонник того, что это происходило в Центральной и Восточной Европе, когда партии не создавались, да, когда были самые широкие коалиции, это были фронты так называемые, Литовский народный фронт, Латвийский народный фронт, Эстонский народный фронт, Солидарность движения. Вот, да, то есть это не были партийные структуры, надо понимать, это были самые разнородные туда входили люди, потому что партия это предполагает некую идеологическую платформу и наличие некой социальной базы. То есть вы должны сказать о том, кто вообще является вашей социальной базой. Это рабочие, это крестьяне, не знаю, это там интеллигенция, это там бизнесмены, да. То есть партия обычно всегда представляет какой-то социальный слой. Это by default, ну это не бывает по-другому, да. То есть вы должны говорить интересы каких слоев белорусского общества вы представляете. Вот в противном случае вы не партия. Вы что-то иное, так сказать, да, значит, название можно там придумать. Но в Центральной и Восточной Европе и в Прибалтике, да, были объединены самые разнородные круги, самые разнородные люди. Они вот именно политические амбиции, они свои жертвовали для общего дела. Понимаете? То есть они как раз не выпячивали никакие свои политические амбиции. У них как раз и был фронт. То есть где не было там лидера никакого там как такового. Ну, где-то он, конечно, там сложился, Валенса, да, но на самом деле мы понимаем, что там был тоже огромный круг лиц, и тот же Адам Михник, которого я не зря вспомнил. Вот, он играл, может быть, даже и более ключевую роль в движении солидарности, чем, скажем, Лех Валенса. Но я о другом говорю, о том, что здесь как раз политические амбиции, они были максимально спрятаны, они максимально, люди ими жертвовали политическими амбициями именно ради общего дела. И я в этом смысле считаю, что они действовали абсолютно правильно, вот, не выпячивать свои политические амбиции, по крайней мере на этом этапе, а действительно делать каждый свой вклад в общее дело и подходить именно с точки зрения проектной. То есть вот есть у нас некая задача, мы определились, мы взяли и бросили туда все ресурсы. И эти ресурсы у нас сегодня точно так же, как и у прибалтов, как и у стран Центральной и Восточной Европы, есть один враг. Там была коммунистическая партия, там или ПОРП, не знаю, если про Польшу говорить, да, значит, Польская объединенная рабочая партия, да. В Германии там было СЕПГ, значит, то есть там виделся общий противник, да, для всех демократических сил. И против этого общего противника боролись. После того, как его победили, тогда уже происходила дифференциация, создание партии и так далее. Ну хорошо, заявил сейчас Максим Багрецов, да, о создании там политической партии. Ну хорошо, дальше, что это дает дополнительно к тому, чего не было, так сказать, у нас в качестве инструментов? Если даже люди туда и запишутся. Я не вижу в этом смысле, но я и как бы и не критикую данный подход, потому что, знаете, как там когда-то классик назвал это детской болезнью левизны. Вот, ну то есть понятно, что белорусское общество и белорусская политическая система находятся в зародышевом состоянии, и каждый пытается каким-то своим образом оказать наиболее активное влияние и внести свой наиболее активный вклад в достижение задачи изменения этого режима. Вот. И если это даже инструменты, они выглядят детскими, да, то все равно я считаю, что совершенно несправедливо каким-то образом ерничать над ними. Да. Надо их всячески поддерживать. Просто, может быть, по-другому люди сейчас не видят, как они могут реализовать свою политическую повестку. Дякую вялікі, спадар Валерій. Я нагадаю нашим глядачам, што маім госцем быў Валерій Цапкала, былы прэтэндэнт у прэзідэнты Беларусі, былы пасол Беларусі ў ЗША і стваральнік парку высокіх тэхналогій. Гэта быў канал Свабода Прэміум. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.